Привет, народ! Как говорится, вы просили, я делаю. Зарядка Шидоку, разобрал, отключил вентилятор. Значит, как вы видите, фонарик включен. На фонарике, опять же, я его полностью высадил, этот аккумулятор. Вот. Не так, не работает. Что делаем? Ставлю на зарядку. Вентилятор у нас, кулер выключен. Вот, давайте-ка включим. Так, по рукам не долбанет, я надеюсь, ничего. Все, зарядочка у нас включилась. Видите, два зеленых светодиода у нас загорелись. Вот, ставим на зарядку аккумулятор. Опля! Горят красные светодиоды. Надеюсь, вам, друзья, видно. Сами понимаете, поднести и показать ближе я это все дело как бы не могу. Вот, ну и сейчас давайте через минутку сделаем замер температуры. Что у нас где греется? Я вот сейчас сам посмотрю. Плата пошла греться, и пошел греться у нас немножко, ну буквально совсем чуть-чуть, до 40 градусов один элемент. Сейчас я все аккуратно поверну. Ой, как же тут показать, я даже не знаю. Вот это вот микросхема. Давайте я немножко приближу. Опля! И вот это вот микросхемка греется у нас. Так, а вам будет видно? Ну, надеюсь, будет видно. Вот. Так, 70 градусов уже имеем. На данной микросхеме. Пальцем, конечно, щупать не буду. 72. Сгорит, так сгорит. Да и хрен с ним тогда. Не сгорит, выдержит, тогда отлично. Значит, до конца, я думаю, смысла нет у нас все это действо делать. Ну, то есть ждать полной зарядки. Вот, подожду я примерно полчасика. И сделаем опять же замеры, что, где и как греется. Ну, пока, вот ваша вся плата, грубо говоря, да. И у нас только вот эта вот нижняя сама, по-моему, это, да? Или верх. Так, секунду, сейчас буду сам разбираться, а то я тут ничего. Так, вон у нас отверстие здесь. А, не здесь я вам, друзья, показал. Значит, греется у нас. Сейчас, секунду. Опять увеличу, приближу. Греется у нас, значит, вот этот вот диод. По-моему, тут диод стоит. Но опять же, отсюда, извините, не видно. Если только одеть очки. Все дело, видите, при вас, чтобы не говорили, что я тут кого-то обманываю. По-моему, это диод. Короче, опять же, даже в очках хорошо не вижу маркировку. Но вот здесь вот этот вот диодик греется. По-моему, диодик все-таки. Вот он, родимый. И он уже у нас 84 градуса. Слава тебе, Господи. Посмотрим, выдержит, не выдержит. Так, а пока мы все это дело давайте-ка перевернем. Блин, страшно-то как. И посмотрим, что у нас делается на этой стороне. Так, вам пока не видно, я посмотрю сам, потом покажу вам. Да, и здесь два диода, тоже по 82 градуса. Так, давайте-ка я немножко... Ну, в принципе, да, вот эти вот диоды, которые перед вами были. Вот эти вот два диода. Они, друзья, тоже вот раскалены 89 градусов. Блин, что-то мне плохо верится с этим тепловизором. Ну, хотя, друзья, я его проверял, и он показывает как бы четко. Ну, давайте вот этой вот хренотенью замеряем. Ради спортивного интереса. Берем на диод. Ну, и у нас больше 50 градусов, видите, не показано. Тоже многие говорят, что выкинь свой, допустим, там тепловизор и все остальное. Дело в том, что тепловизором, да, я могу искать. Давайте, наверное, я вам продемонстрирую. То есть у меня в стенах идет трубопровод отопления. Так, ну вот и смотрите, видите, просто камерой у нас ничего не видно. Значит, смотрите тепловизор, и сразу он нам показывает, где идет теплая труба в стене. Переходим на эту стенку. Видите, у меня там лючок. И вот ровно с лючка вверх у меня идет труба. Вот смотрим. Вот видите, лючок наш. Дальше идет вниз. На первый этаж. Вот, и пошла вот эта труба вверх. Потом пошло на радиатор. Вот наш радиатор. Так, ближе подойду. Вот радиатор висит, видите?
И, собственно говоря, вот так наш тепловизор через стену бьет. Понятное дело, друзья, что... Так, подойду я ближе. Что стена отлично за это время прогрелась. Вот, берем... Сколько у нас температура показывается? 20, ну, 30 градусов, 29, да? И перемещаемся на холодную стену, видите, сразу 22. Понятное дело, что стена уже за зиму прогрелась и показывает практически ту температуру, которая как бы в реалии есть. Опять же 22 и опять же 20, ну, 30 градусов. Сейчас я возьму простой приборчик и будем смотреть простым. Так, где у нас тут? Так, вот сюда на шов. Видите, то, что я говорил, вот 27-28 градусов, то есть на 2 градуса и так уже разница, потому что здесь стена отдает тепло. И перемещаемся сюда, и мы получаем те же 21-22 градуса. То есть здесь стена холоднее, чем вот здесь. Видите, 2 градуса и то разница, потому что быстро отдает тепло. Надеюсь, показал и рассказал верно. Вот поэтому у нас температура перехода, будем говорить, видите, 100 градусов. Здесь же температуру показывает вот эта хрень. Вот, видите, 60 всего лишь 3 градуса. Вот, навожу точку прямо на диод. 52 градуса. 49 градусов. Поэтому, как я и говорил в обзоре одного из аккумуляторов, то есть рукой я могу аккумулятор держать, а это, будем говорить, сволочь, да, видит, что делается внутри аккумулятора. Так как сама оболочка аккумулятора, допустим, уже рассеивает тепло и, соответственно, меньше. То же самое, я так понимаю, происходит и здесь. Так, что у нас творится на радиаторе? Радиатор у нас вообще, друзья, холодный, если вам видно. Вот давайте я поближе даже. Вот радиатор, вот он стоит. Он холодный, 32 градуса. Вот, а на диодах, вот смотрите, что творится. 92-93 градуса. Хорошо, значит, что я сделаю? Я сейчас вырублю с розетки и просто тактильно, не долбануло по пальцам. Ну вот этих вот 60 градусов, друзья, поверхностной температуры как бы у него и есть. Ну явно, блин, не 100 градусов. Так, продолжаем эксперимент, врубаем дальше. Зарядка у нас продолжается. Смотрим опять. Вот, 84-85 градусов, это один диод, 87-85 второй. То есть фокус в чем, видите, я пальцем притронулся, температура на палец как бы ушла, немножко снялась. И сейчас они опять раскалятся, наверное, до 100 градусов. Ну, как бы до 100. Они горячие, но все-таки поверхностная штуковина вот это вот лучше берет. 50, грубо 5 градусов. Переворачиваем и смотрим. Смотрим, блинский, на... Так, упала сволочь. Упала сволочь, плата наша. Ну, может, не долбанет. Если долбанет, вы будете свидетелями. Так, вот. И у нас вот этот диод установлен здесь. И смотрим в эту точку. Вот он, родимый. Тут тоже, видите, 40 градусов. А показывает тепловизор. Ой, сделал фотографию. Не знаю зачем. А тепловизор показывает 92-93 градуса. Вот такие вот дела. А дальше все, видите, холодное практически. Значит, вот это вот микросхем или что-то. Или это... А, диодный мост. Диодный мостик у нас имеет 43 градуса всего лишь. Вот, и больше тут как бы ничего нигде не греется. Надеюсь, вам, друзья, все это дело хорошо видно. Вот, поэтому... Засекаем время, примерно полчаса проходит, я возвращаюсь сюда и смотрим опять же температуры. Короче, народ, я как всегда в своем репертуаре, получаса мне обошлось. Аккумулятор, смотрите, потом я его сниму, покажу точнее. Зарядился почти до конца, хорошо, что я успел, просто надо было отъехать. Итак, загрузился мой тепловизор. Ну что ж, увеличиваю немножко. Вот как-то так. И контролем, значит, у нас диодный мост. Потом вот этот вот диод. Что там, шотки, не шотки, я уже не помню, не знаю. Так. Вот. Диодный мостик наш. Надеюсь, друзья, вам как-то видно. Значит, на нем 58 градусов. 58. Так, этот диод. На нем все так же, видите, соточка. 101, 100, 90. Вот так он
работает. Так, и переворачиваю. Как видно, зарядка не сгорела. И это очень хорошо. Так, за диодик мы все это дело повернем, за светодиодик. А сколько на светодиодике, интересно, температура? Так, в уголочке. Вот он у нас. Холодный получается, что ли? А нет, отверстие. А у нас светодиодик выше. 42 градуса. Так, здесь на двух диодах была соточка. Ну, сейчас у нас, видите, 106 градусов. Опять же, друзья, отключу с зарядки, дабы не долбануло. Да, уже рукой не удержишь. Уже на поверхности примерно, наверное, вот этих вот, ну, может быть, даже 100 градусов и есть. Опять включаю и будем контролить уже этим. Вот этим вот, я считаю, не особо точным, но все же. Так, опять же, два диода. Ну, вот видите, я рукой подержался, уже сбросилась температура 84 градуса. Пошла вообще падать. Так, и что у нас? И здесь у нас больше, друзья, ничего особо не грелось, да? Транс у нас имеет 68 градусов. И радиатор, видите, он даже как холодный, 45 градусов. То есть все нормально. Меряем вот этой приблудой теперь. Так, диоды 70 градусов. Радиатор 40 градусов. Трансформатор 59 градусов. А по тепловизору 68 было. Вот то, что я говорю, что как-то тепловизор берет более ту температуру, которая внутри. Так, давайте-ка я по-быстрому выключу и переверну плату. Чтобы вам показать, соответственно, и здесь температуры. Так, включаем. Включаем и измеряем диодный мост. 46 градусов, 47, ну 40, 50, да. Потом и у нас вот этот вот, насколько я понимаю, диодик, либо здесь, ну я, друзья, не вижу, уже зрение такое плохое даже в этих очках. Что там, да как там. Ну и на нем у нас, видите, 60-50 градусов. То есть температура поверхности. В принципе, то, о чем я говорил, что тепловизор как-то берет то, что сильно греется внутри. Не знаю, может быть, я не прав, но вот сколько я не делал экспериментов, то они показывают, как бы, что я прав. Все, вырубаем, высаживаю аккумулятор и делаем точно такие же измерения, только с вентилятором. Значит, я, наверное, буду показывать вам уже, так как корпус я закрою. Давайте, наверное, прямо сейчас я и покажу, что я буду делать. Ах, да, и аккумулятор. Вот смотрите, он почти полностью зарядился. И ничего у нас здесь особо не произошло. Диодный мост. О, диодный мост, да, тут не больше 50 градусов. Я могу спокойно держать его рукой. Вот. Еще лишнее свидетельство того, что тепловизор берет внутри переходы, которые греются сильно. Так, и мы что сделаем с вами? Наверное, мы положим плату на место, друзья. На место. Что у нас здесь самое больше грелось? Вот эти диоды, да? Почему? Потому что врубаем кулер. Потому что, друзья, нам надо закрыть нашу зарядку, чтобы, соответственно, температура была, ну, продувалась кулером все это дело. Значит, тоже подержу там какое-то количество времени и просто уже вам не буду показывать, на камеру покажу, вскрою я это все действо, да, и посмотрим температуры, на этом завершим. Это все, как говорится, действие и этот процесс. Так, ну и что, народ? Заканчивается зарядка уже второго аккумулятора, ну, в смысле того же аккумулятора, второй раз, видите. Вот у нас что делается. Значит, наша задача, так, кулер работает, красные светодиоды, видите, зарядочка идет. Значит, наша задача сейчас, что? Вскрыть и по-быстрому посмотреть, соответственно, температуру. Как это сделать, правда, не знаю. Ну, давайте как-то делать. Вот так. И на диодах смотрим температуру. 90 градусов тоже. Вот. Пошло падение 90 градусов. То есть, примерно где-то на 10-15 градусов этот кулер снимает. Я надеюсь, вам было видно. Этот кулер снимает, соответственно, температуру. Ух ты! Ну вот наши диодики. 91 и 92 градуса почти. Но это опять же мы открыли уже все это дело.
Больше у нас тут особо ничего, видите, не греется, кроме этих диодов. Ну и здесь давайте смотреть. Уже, конечно, все это дело подостыло. 32 градуса, во. Так, 42 градуса диодный мост. И наш вот этот вот... Так, где же он? Вот, сверху был. 82 градуса, 93, 90. Пошел подогреваться. Ну да, кулер помогает, но я бы сказал на градусов, не знаю, плюс-минус, наверное, 30-20, что-то в этом роде. Вот. Самый прикол в том, что, допустим, показываю я простую китайскую зарядку вам на, грубо говоря, 2 ампера. Вы все хором кричите: так, надо доработать, срочно туда впендюрить кулер. Показываю я ту же китайскую зарядку, но уже с пендюренным кулером. Вы все кричите: нафиг здесь кулер. Ирония судьбы, как говорится. И так плохо, и так плохо. Поэтому, друзья, вы просили, как говорится, я показал и с кулером, и без кулера. То есть, как вы видели сами, без кулера работает, но немножечко там за 100 градусов греется, ничего с ней не происходит. Не знаю, как долго все это дело проработает, ничего вечного не существует. Я лично заряжаю, ну, похожей зарядкой, вы понимаете, комплектной, вот тоже салазкового типа. Уже 2, наверное, или 3 года у меня валяются они в гараже, и пыли, грязь, и что там только нету, и ни кулера нету. И ставлю даже ТПЦ, вот эти вот 12-ки, 10-ки, 8-ки аккумуляторы, пофиг, пищит, но заряжает, и ничего не делается. Поэтому и с этой зарядкой, я надеюсь, ничего не произойдет. Всем спасибо, всем пока.